57 вопросов за 2 дня обсудят депутаты Госсобрания Илтумен. Сегодня началась работа 12-го очередного пленарного заседания парламента. Итоги первого дня работы народных депутатов подвел наш корреспондент Александр Лысак. Одним из первых вопросов повестки депутаты обсудили инициативу главы Комитета по госстроительству и законодательству Госсобрания Алексея Еремеева. Он предложил вернуть графу «против всех» на муниципальных выборах. Мировой опыт показывает, что графа «против всех» у нас при избирании тех или иных органов или государственной власти, муниципальной власти присутствует в избирательных бюллетенях. Депутаты инициативу поддержали и приняли в первом чтении. Также парламентарии обсудили законопроект об участии граждан в охране общественного порядка на территории Якутии. Проще говоря, это закон о народных дружинах. Проект предусматривает ряд социальных льгот. Например, член дружины получит 10 дополнительных дней к основному отпуску. После перерыва депутаты приступили к обсуждению проекта бюджета Якутии. Он, кстати, впервые принимался на 3 года. Основные параметры главного финансового документа представил министр финансов Валерий Жандоров. Он отметил, что общий объем доходов госбюджета составит на будущий год чуть более 140 миллиардов рублей, а расходы около 151 миллиарда. В 2015 году дефицит бюджета составит около 10 миллиардов рублей. При этом к 2017 году объемы и доходов, и расходов будут незначительно, но снижаться. Следовательно, и финансирование различных госпрограмм будет сокращаться. В связи с этим у депутатов возникли резонные вопросы. Сколько у нас останется ветхого аварийного жилья и какая степень обеспеченности будет детскими дошкольными учреждениями? 6,6 миллиарда рублей, которые заложены на данный момент в течение 3 лет на детские дошкольные образовательные учреждения. Плюс еще порядка 2,4 миллиарда, 8 с лишним миллиардов, ставится задача ликвидации полностью в очереди детских дошкольных организаций. Что касается аварийного жилищного фонда, то ту задачу, которую нам поставила правительство Российской Федерации до 1 сентября 2017 года, также будет решена. В бюджете вы действительно слышали вот эту цифру, нам не хватает там порядка 8 миллиардов рублей дополнительных средств. То есть основные приоритеты, несмотря на все сокращения, сохранят. Как отметил спикер парламента Александр Жирков, в условиях нынешней экономической турбулентности принять стабильный бюджет практически невозможно. Депутаты сегодня были практически едины в своем мнении, что в этих условиях правительство республики лучший вариант представить в принципе не могло. И тот бюджет, который был представлен правительством, мы приняли, хотя с некоторыми достаточно значительными оговорками. Завтра депутаты Илтумен продолжат свою работу в рамках пленарного заседания. В частности, парламентарии обсудят установку дополнительных ограничений мест и времени продажи алкоголя. Во втором чтении будет рассмотрен проект республиканского закона об образовании. Кроме того, депутаты постараются утвердить поправки в федеральный закон о территориях опережающего развития на Дальнем Востоке. Александр Лысак, Туэра Филиппова и Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск.